считают периодом освоения среднего течения Лены тюрко- и монголоязычными переселенцами 12-13 века. В это же время появились первые предания об Омогое и Эллее, от которых, согласно легендам, и пошел народ Саха. С именами якутских первопредков связано устройство главного национального праздника древнего Исыха – долины Туймада. Если верить легендам, именно здесь, в местности Юсхатын, был самый первый Исых. Именно здесь поселился Эллей-Ботор. Эта земля хранит загадки, над которыми ученые ломают головы до сих пор. Жил ли такой человек, как Эллей? И если жил, то в местности Юсхатын. Рассказывает, что Омогой-бай, прибывший с юга, поселился над озером Сайсары. Позже приплыл Эллей, бежавший от войн. Однажды одинокий парень по имени Элляй, убегая от кровопролитных войн, вышел на истоки широкой реки, поплыл вниз по течению. Так он попал на места Омогой-бая, поступил к нему работником. Отличался он от прочих людей умом, силой и изворотливостью. За это Омогой, посоветовавшись со своей женой, решил сделать Элляя своим зятем, выдав за него свою любимицу, младшую дочь. Тот долго присматривался к дочерям своего хозяина и решил взять в жены старшую, некрасивую, но работящую и усердную. Разгневанный Омогой назначил приданое одну единственную корову из самых худших. Элляй с женой отделился от Омогоя и пришел на места ровные, гладкие, где распростерлась гладь прозрачная, деревья зеленые, холм могучие, а среди них стоят 3 березы из хатын. Поставили урасу, жилой дом, зажили они с женой, обзавелись хозяйством, детьми и внуками. И если мифы об Элляе и об Омогое сохранились до сегодняшнего дня, то они, конечно, связаны, скажем так, с понятием культурной памяти. Значит, что-то сохраняется. Романова Екатерина Назаровна, руководитель этнографического центра Института гуманитарных исследований, специалист по ритуальному празднику Исаах, доктор исторических наук, автор научного труда «Якутский праздник Исаах». Конечно, исторических таких персонажей, может, как Элляя, Омогой, нету, но с этими людьми, с этими персонажами мифологическими были связаны исторические процессы, миграционные разные волны, которые как раз и сформировали в свое время якутскую этничность. Этнограф Вильям Яковлев со своей командой начинает поиски места для Исыха Туймады. В начале 90-х праздник был признан на государственном уровне. С приходом новой системы начали возрождаться национальные традиции. К этому времени у Вильяма Федоровича накопился большой опыт обустройства праздничного тюрюльге. 20 лет он ездил по всей республике, изучал ритуальные постройки, позже сам создавал этнографические комплексы. Старожилы города рассказывали, что слышали от своих дедов про поляну легендарного героя. Где-то недалеко от поселка Сырдах, ближе к Хангаласскому улусу. С этих указаний начались поиски загадочного места. Искателям пришлось немало поездить, прежде чем была обнаружена местность, известная сегодня как Юсхатын.
Мы проезжали близ поселка Сырдах. Вдруг машина остановилась. Выйдя из машины, мы увидели перед собой статную лиственницу, семью вверх стремящимися развилинами. Это был знак. Прошлись по восточной стороне и увидели местность с холмами, окруженную озерами. Это было как раз то, что мы искали. И, казалось, сама природа дала нам подсказку, потому и выбрали именно это место. В 90-е годы начинается активное изучение долины Туймада. Почитатели истории своего народа возрождают культуру эсэха, забытую до этого времени как пережиток отсталого мира суеверий. В конце десятилетия студенты Якутского госуниверситета участвуют в археологических раскопках старинного урочища Юсхатын. Именно их находки подтвердили догадки ученых о проведении ритуалов в прошлые, еще новокаменные века. Среди исследователей был историк Дьяконов. Позже первые экспедиции студента перерастут в серьезное научное дело. По словам Дьяконова, Юсхатын – это настоящий клондайк для раскопок. Предметы быта, орудия труда, ритуальные принадлежности более поздних периодов могут быть буквально на поверхности. А давайте представим, если вдруг все-таки Эллей существовал, да, и жил такой человек, то на каком слое можно найти вот его какие-то вот предметы? Вот примерно вот это. Дьяконов Виктор Михайлович, старший преподаватель кафедры археологии и истории Якутии исторического факультета ЯГУ, начальник якутского отряда археологической экспедиции, автор научных работ по этнографии и археологии долины Туймада. Они прямо наружу могут лежать. Вот, например, мы вот этот памятник открыли, видите, вот эта траншея вот идет тут, противопожарная. И вот в ее отвалах тут все эти материалы лежали. Вот. Обратите внимание, тут западина, слой почти нету его. Нет его. И вот он весь вот лежал. Там нашли вот каменные предметы разные. В течение одной зимы и лета Элляй с женою готовились к эсэху. Около дома поставил рядом 2 столба, соединил их прикладиной, потом, привязав к столбам по одной березке, верхушки их соединил в дугу, срезав молодые березки и лиственницы, Элляй воткнул их рядами в виде улочки до самого дому. Затем, взвив веревки из черного и белого волоса, украсив ее пучками белого конского волоса, протянул ее на воткнутые деревья, получилась солома. Жена сшила самую разнообразную посуду из бересты, сам он березового ствола понаделал кумысную посуду. Так у народа Саха появилась своя утварь и ритуальные посуды. Обычай, описанный в исторических преданиях, сохраняется и в наши дни. Якут, как его прародитель Эллей, в день летнего солнцестояния украшает тюльге – место эсэха. Считается, что в этот день к обитателям Срединного мира спускаются боги, и их нужно встретить достойно. Эсэх для народа Саха – это каноны, пришедшие через тысячелетия. То есть должны быть обязательно на местности Серге, Ар-Багах, овальное место для встречи солнца. Главное же направление построек – восток. В ритуале особое место занимает кумысная посуда. В легендах хорошо описывается весь жизненный путь ритуальных сосудов. Установлено, что в 17-18 веках, так же, как и во времена Эллея, чороны к эсэху начинали готовить за год до праздника. Подбирали березу с круглыми кольцами, заготовки 1,5-2 месяца замачивали, вываривали в отваре. Такое трепетное отношение объясняется особым значением сосуда. В форме чорона отражается устройство Вселенной. 3 мира, 3 составные части чорона. Этот кубок предназначен для кумусапичи. После распития каждый передает другу, по кругу идет. Так и называется керен чаранди. Все орнаменты, они имеют, во-первых, значение плодородия
раз. Там растения, эти геометрический орнамент. Попов Василий Васильевич, этнограф, заведующий отделом археологии и этнографии Якутского государственного объединенного музея истории и культуры народов Севера имени Ярославского, автор научных этнографических исследований. Во-вторых, имеет значение оберегательные функции имеют. Вот эти два основных орнаментальных мотива и их значения. Завесу тайн местности Үс-Хатын приоткрыли находки, обнаруженные в 1998 году в ходе археологических исследований. Эти уникальные экспонаты говорят о том, что в XVIII веке в местности Үс-Хатын жили древние якуты. Серебряная литая пуговица нарядной одежды с выпуклым узором символизирует солнце. Медная монета конца XVIII века. Пряжка поясного ремня, отлитая из бронзы с гербом города Якутска. Эти предметы говорят о том, что прямо на территории вот этой местности жили, в XVIII веке, по крайней мере, жили древние люди. Жирков Эдуард Константинович, научный сотрудник Краеведческого музея села Мая, археолог-краевед, специалист по этнографии Мегино-Кангаласского улуса. Участник полиэтнографических исследований древнеякутских поселений на территории долин Эркени и Туймада. Она подтверждает те и теории, и те древние сказания, да, о том, что якуты жили еще и во время Элляя, да. То есть мы можем говорить, в подтверждение той версии, что Элляй поселился в древности в местности Үс-Хатын. Конкретно в местности Үс-Хатын нашли очертания это очертания якутского балагана, да, а там, где жили якуты, это конкретно же мы нашли место, значит, там в XVIII веке жили, да, якуты. Но раз там жили якуты, значит, они справляли эсэхи. По фольклору считается, что Элляй Ботур, Могойбай, Улухоро, они именно здесь, в Туймаде, поселились сперва. Но это фольклорный, естественно, материал. Потом, то есть, уже когда город Якутск основался, и уже здесь поставили. То есть это место, оно издревле привлекало людей. Летом Элляй с женой строили праздник окропления Кумыса Исэх, на который пригласили Омогоя. Элляй, взявшись за руки с мужчинами, образовал круг, затем начал запевать, и все прочие повторяли за ним его слова. И, сделав несколько кругов, он остановился, взял в руки чорон с кумысом и начал говорить словословие Господу Творцу. Молочно-белый, чистый, священный повелитель вкуси. В это время прилетела огромная белая птица, сделала 3 круга над жильем Элляя и, поднявшись вверх, над этим местом исчезла в небесах. Элляй восхвалил Дешагая, предка конного скота. После того спел восхваление Нахсыт госпоже и, держа высоко, в сосуду воскликнул «Уруй Айхал!». Омогой был поражен и удивлен всем увиденным. С этих пор он относился к Элляю как к сыну, и с тех самых пор люди, уверовав в существование богов, стали устраивать эсэхи.
освобожденный от религиозно-обрядового содержания, в новых социалистических условиях Исаак стал подлинно народным праздником. В советское время от праздника осталось одно название. Исчезла главная обрядовая постройка – кымыс-багага. Вместе с ним и не стало основного ритуала – окропление кумысом, отчего и пошло название праздника. Исэх значит «окроплять». В 60-е годы начинается так называемая коновязная лихорадка. Серге начинают устанавливать повсеместно и по любому поводу. Издревле считалось, что это сакральное сооружение появляется всего 2 раза в жизни человека – в связи со свадьбой и со смертью. А на Исехе коновязь предназначалась для привязывания лошадей верховных аи. В эпоху юбилеев, это 60-е годы, поводом для установления серге становится как юбилей КПСС, так и приезд большого гостя. Серп и молот заменяют символ Джагигой Аи. Появляется в это время и свой идол поклонения. Самым главным в празднике является обряд кумысопития и почитания божеств верховных Аи, духов земли. А тут, первое подношение делали портрету Сталина. За великого вождя, отца якутского народа, товарища Сталина, за изобильную нашу жизнь. В общем, все это доходило до таких некоторых, вещей, которые, конечно, только ущемляли чувства самих людей, которые приходили на этот праздник. Вот поэтому, когда стали возрождать национальные традиции, праздник Исэх должен был быть именно тем праздником, который был бы связан именно как народный праздник. Просторные заливные луга, березовые рощи, холмы и обязательно озеро на восточной стороне, чтобы первые лучи солнца коснулись тихих волн. Тюльга Юсхатын обустроена по древним обычаям, передававшимся из поколения в поколение. Могол-урага, Ар-багах, Кымыс-багага, Серге – эти культовые сооружения символизируют образ космоса, созданный обитателями Срединного мира, возможно, самим Эллеем. Исэх – это поклонение природе, наша близость к ней, наше почитание. Все это сконцентрировано в Исехе. Следуя преданиям, этнографическим и археологическим исследованиям, мы возрождаем древний обряд. Жили ли такие люди, как Элле и Амогой? Они ли устроили самый первый Исэх? Главное – это желание верить в мифы, без которых нет народа, нет ее истории. Без сомнения, сегодня Юсхатын почитается как священное место, место, объединяющее нас, поколения, века. Kımızda çok